Bihi barı bu tümsen turatçılar Saka seniger, çolan ölüğünü ölüs beyleger, Gazakimiçeske soğuk tutulluğun össe salgı tarsığın. Bu soğuk tututugar investorlar akkastanlıkları nere? Bu soğuk tutulluğu çinçilek, onunla çerçilek demit, bige öyebilek, onluk sanalak durar bolak takpat. Onun bige barı uluslarga, kimler ulaştağıkları, deputatları Onunla bu mustul barıcanlı. Bege Gazakimiçeske soğuk tutulluğun tugar öyebilki deyin. Arka maktalmadın tedevit. Я организатор движения «Защитим реку Лена» Султана Мран. Этот митинг показал 4-5 месяцев работы нашего движения. Уже 4-й, 5-й месяц, да, пошел, как мы боремся с тем, чтобы здесь у нас не построили этот химический кластер по производству карбамида и метанола. У нас власти, посмотреть, очень настойчиво проталкивают этот проект. И этот проект будет кормить не нас, скажем, а будет кормить ТАСЭР. 10 лет безналоговой зоны. Таким образом мы от производства карбамида и метанола ни копейки не получим в течение 10 лет. Таким образом, нам такой завод нужен, нет? Конечно, нет. Мы за здоровое будущее. Вот потому мы будем продолжать борьбу и надеюсь, что мы победим. Мы победим! Ура! Вот перед нами стоят какие проблемы? Будет, значит, Томтор будут разрабатываются урановые месторождения. Газохимические заводы все равно будут наступать, нефтеперерабатывающая промышленность будет и так далее. И совершенно необходимо, нужно, значит, чтобы снизу было настоящее экологическое движение. И всех я призываю, кто чем может помочь, мы должны, значит, консолидировать наши силы. Спасибо вам. Народ Саха. Меня зовут Дмитрий Вольнов, я автор петиции на change.org. Эта петиция против строительства химзавода на реке Лене, коронарной артерии сердца земли. Мы как уроженцы села Майя Мигноконгласского Луса, мы категорически против строительства этого опасного производства на берегу нашей реки Лены. От имени женских организаций, как ветеран женского движения, я благодарю наших мужчин. Сегодня с нами мужчины, друзья. Вот, среди толпы тоже есть мужчины, молодые ребята. А то в начале движения были одни женщины. Вот, и когда народ поднимаются мужчины, мы имеем опору, мы имеем надежду, мы имеем уже право на успех. Меня зовут Цыбенов Саян Владимирович. Я буддийский монах от имени организации буддийской общины «Лотос», настоятель нашего храма Дандраламы. Мы против строительства химического завода, потому что она загрязняет экологию, природу. Мы за здоровый образ жизни, за здоровую экологию, за здоровый народ нашей многонациональной Саха-Якутии. Меня зовут Кривошапка Антияра, я студентка Северо-Восточного федерального университета. И я по своей собственной воле решила помочь в этом движении. Я здесь собираю подписи. Нас здесь много молодых студентов. И я бы хотела сказать, что я категорически против строительства газохимического завода. Я знаю то, что для производства 1 тонны метанола требуется 4 тонны воды. И вся эта загрязненная вода будет обратно выливаться в реку Лену. И метанол – это такое вещество, которое не может словить ни один фильтр. Меня Александр зовут. Ну, наверное, газохимический завод, он в чем-то нужен. Но он нужен как рабочие места, он нужен как
дополнительный доход к бюджету республики. Техника безопасности, безусловно, должна соблюдаться, но не факт, что она просто может подвести в какой-то момент. И этот выброс, он будет, просто категорически ужасным и нести за собой страшные последствия. Собственно, только поэтому я не за строительство газохимического завода. Уважаемый Владимир Владимирович, жители многонациональной республики Саха-Якутия обеспокоены судьбой великой реки Лена и состоянием окружающей среды республики в целом в связи с возможным строительством газохимического комбината в рамках ТАССР «Заречье» в Мегино-Кангаласском Лусе. Так получилось, что выбранное место строительства комбината находится вблизи реки Лена, и в радиусе 40 километров от него проживает треть жителей республики, в том числе жители города Якутска. Экологический процесстер bir alcanna dağını sepne reaksiya boyundan bara durur. Onun temin etimete toxten. Bu zavodlar hamette kutallara bu metanol gen. Bu metanol bete kargı dağını, uga dağını, muska dağını surallar den. Ona kanlık da barudöne. Kanlık da teknolojiya. Bilgin ayırlarik. Manır astahına. Ona ballağına bu bihilliyana bir törühün ettin. Bu künnete tığıncadan kubişiski metre bırağı bollaqtırına. Kacıklar lenatan toxta xalı hoğa debihe. Hanım. In India, how much? Maybe do you know? I don't know exactly. I don't know exactly about chemical industry of India because I am not working in that industry. I don't have any knowledge of that type of industry. But I can say if you are build it safely, if you take care of everyone, if you take care of environment, that there is no problem in chemical factory. But first thing you have to fulfill all the requirement of that safety. First is safety. First, yes. If the company fulfill all the requirements of safety and they take care of people, they take care of environment, I don't think there is a В январе месяце идет разговор о том, что будет строительство газохимического завода под эгидой федерального завода ТАССР «Заречье», так называется. И народ очень обеспокоен, совершенно полная, так сказать, неопределенность. И чуть было даже в феврале этот вопрос не решили. Вы знаете, подкомиссия федерального правительства чуть было это не решила. И поэтому мы боимся того, что этот вопрос может быть решен фактически без участия народа. Почему? Потому что ответственные лица республики заявляли правительству о том, что в августе примерно будет принято решение. Без тебя большевики обойдутся. По неволе ты идешь, а заботой Ваня, пропадешь, ни за что ты. Ваня, пропадешь, ни за что ты. Пострадая под тебе посидела. Эван поле без бед, сколько дела. Эван поле без бед, сколько дела. К другим темам. Сегодня вечером на площади Орджоникидзе Якутска прошел концерт и митинг против строительства территории опережающего развития «Заречья». В нем приняли участие больше 1000 якутян. Организаторами митинга стали общественные экологи, противники строительства газохимического завода в Мегино-Кангаласском районе. Перед митингующими выступили депутаты Илтумен, министр охраны природы Республики Сахамин Афанасьев, экологи и общественники. Было особо отмечено, что глаз народа услышан, и главный приоритет работы правительства и парламента – обеспечение экологической безопасности. Мы не можем принимать решения или какие-то действия, не понимая и не зная, о чем решить. Мы не можем сегодня какие-то действия делать, не зная о проекте, который вы... Мы не можем воображать для себя и при этом начинать какие-то действия совершать. Правительство не обязано и не имеет права так действовать. ТАССР «Заречье», о котором говорите по газохимическому комбинату или еще какому-то комбинату,
у нас такого предложения и проекта вообще нет. Но нет и не существует. Если кому-то воображается и начинает на этом делать политику, это его дело. А когда появится что-то конкретное, тогда мы начнем работать. Единственное, я сказал, что на территории Якутии не должно быть таких проектов, которые ущемляют экологическую безопасность. Этого не будет. Это мы можем не общественным силам, а именно решением органов власти сделать. Но мы этого не видим. Мы пока не слышим, ничего нет у нас. Никаких воображаемых там предложений о том, что якобы поступит или не поступит. Нет у меня такой информации. Спасибо. Я, честно говоря, об этом и по телевидению говорил. И перед всеми, кто мне задает вопросы, так и отвечаю. Нет пока. Но кто-то там собирает, ну вот кто-то чем-то занимается, может это надо кому-то себя там проявить и так далее. Это важно. А я бы обратился к вам, защитникам экологии и охраны природы, смотрите вокруг себя. Начинайте со своего двора. Посадите деревья вокруг лицея, в котором вы работаете. Очистите вокруг лицея. Я тогда поверю, что вы настоящий защитник охраны природы.